Африканская чума свиней. Кто попал в черную зону и удастся ли предотвратить беду? Большой педсовет. Чего ждать в новом учебном году? Мария Ивановна Пирожкова, труженик тыла, сражающаяся сегодня за человеческие условия жизни. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней». Смотрите сегодня. По России идет вспышка африканской чумы свиней. До снятия карантина у нас охота любительских спортивных кабана пока в 32 районах республики запрещена. Африканская чума свиней. 4 очага заражения. Половина республики в зоне наблюдения. Сможем ли остановить? Окопы рыла, что еще делала? Лес пилила, в лесу работали. Дом весь сел, печка дымит, туалета у нее нету. Аварийное жилье труженика тыла. Без газа, без воды, без туалета. Помогут ли Марине Ивановне Пирожковой? Если мы в традиционное образование будем вкладывать современные технологии, вот такой вот симбиоз принесет нам отличное образование. Большой педсовет и большие задачи. Какие тренды в национальном образовании? Год будет трудным, впрочем, как и следующий. Такого мнения придерживаются эксперты. Если вам от этого станет легче, рецессия ожидает не только Россию, весь мир. Ее практически не избежать, когда мировую экономику одновременно накроют энергетические и продовольственные кризисы, рекордная инфляция, падение доходов населения. И все это будет усугубляться очередными геополитическими конфликтами и новыми волнами пандемии. Я вас ни в коем случае не пугаю, но всегда лучше руководствоваться принципом: надейся на лучшее, но готовься к худшему. Бравурные речи и прогнозы к хорошему не приводят. Понимают это и в российском Минсельхозе. Там все еще рассчитывают собрать рекордный урожай около 130 миллионов тонн зерна. Если сложатся удачно звезды и все другие факторы. Пока урожайность неплохая, но в некоторых регионах из-за холодной весны запоздали с уборкой. Татарстану погода благоволит, на хороший урожай хорошие прогнозы. Сейчас аграрии активно следят за погодными изменениями. И если в начале лета ждали солнца, то теперь, наоборот, дождей. Пшеница, горох, кукуруза уже созрели, а вот плоды сахарной свеклы требуют влаги. Из-за жаркой погоды последних недель есть опасность засыхания плодов. Сахаристость пока чуть ниже ожидаемых показателей. Это связано с обильными дождями во время цветения. Сахар плоды набирают в солнечную погоду как раз в данный момент. Но время еще есть. Уборка сахарной свеклы запланирована на сентябрь. Будут ли задержки в пути? Ведь играет роль не только современные комбайны и благоприятная погода, но и квалифицированные кадры. О том, как их привлекать на село, напомнил и президент республики, который оценил на неделе ход уборочной кампании в Высокогорском и Кукмарском районах. Как она проходит, успеют ли в срок? Репортаж с полей Буинского района от Диляры Юсуповой. Три месяца назад, май. В том же месте, в то же время. Тогда мы то и дело прерывали съемку из-за обильного дождя. Почва уходит из-под ног, комбайны застревают в грязи. Картина сегодня разительно отличается даже по цвету. Золотистые колосья, высокое солнце и ни одной остановки. Кадра одно, а видеть своими глазами совершенно другое дело. Сладкий запах спелой пшеницы, горячие дни и теплые ночи, наполненные грохотом комбайнов. Горы золотого зерна. Все это означает, что пришла жатва. На поле озимой пшеницы комбайнам не разрешают останавливаться. Каждая минута на счету. На яровой пшенице проще. Ильмаз Калимулин готов сделать перерыв. Он здесь из-за фермера, из-за комбайнера. Хорошие же, крупные. Цвет красный. Скорее всего, 3-й класс. Ну, это хорошая пшеница, которая уже на муку идет. Ну, колос тоже хороший. Большой, длинный. Пшеница. Сколько считали? 33 штуки, наверное, вышло. Высота из-за обильных дождей в этом году, влаги, высота у нас слишком высокая была, поэтому он полегла она. Дожди всегда хорошо, но когда температура холодная, там ночью стояла буквально -2, -1, она не росла. Ну, а потом ход набрала и пошла уже вперед. Крупные колосья – признак богатого урожая. В этом году их высота достигла своего максимума. И все благодаря майским ливням и летней жаре. Вечно загруженная конвейерная лента для сушки зерна, несколько оборотов и кран так называемой слежки. Это позволяет аграриям не работать в холостую.
Система есть. Там впереди ножи стоят, они режут и попадает, получается, через наклонную камеру на барабан. Барабан крутится, вот у меня в данный момент 1080 оборотов в минуту. А это самое грязное поле, гороховое. Пыль столбом. К концу этой недели здесь закончат уборку и гороха, и озимой пшеницы. Механики колдуют над техникой. Даже новые комбайны перед выходом на поле проходят техосмотр. Но проверка нужна и во время работы. Отправляю теплоподъемники, чтобы чище брал, убирал лучше. А то бывает, сюда попадает земля и приподнимает он его. И, маленько гнет. Вообще Буинский район славится стабильными урожаями. Обмолочено более 27 тысяч гектаров. Много хлеба здесь получают за счет применения в растениеводстве эффективных технологий производства злаковых и современных сельхозмашин. Но важно и не только что пожинают, но и кто. Общий настрой деловой. Уборка идет хорошо, техника справляется, у людей есть желание работать. Все нужно учитывать. Здесь скорость. Если будет посильнее, потери будет побольше. Из-за обильных осадков и холодных температур работы на полях затянулись как по севу, так и по уборке. Она тоже началась с небольшой отсрочкой. Вот только если в первом случае излишняя влага неблагоприятно влияла на почву, то сейчас урожай, который уже созревает, должен быть богатым. Эти дожди, конечно, ход уборочных работ чуть-чуть приостановило. Там переход где-то 10-14 дней мы перешли чуть-чуть позже, посеяли. Но насчет урожая там вопросов никаких нет. Урожай формировался хороший за счет этих дождей. Там дожди, тепло, дожди, тепло. Успели посеять нормальные оптимальные сроки. Урожай хороший формировался. Но вот последние солнечные погоды, которые держатся уже почти месяц, конечно, влияет. На зимы и на ячмень он не так сильно влияет, но на яровую пшеницу, конечно, ощущается то, что уже семена чуть-чуть щупловатые. Тем временем продолжается подготовка почвы под сев озимых культур. Все семена, удобрения и топливо для техники имеются в достаточном объеме. Достаточно пока и рабочих рук, по крайней мере в Буинском районе. Уборочная кампания обычно аграриям оплачивается по отдельному сезонному тарифу, но так не везде. Отметил это и Рустам Миниханов в ходе своей рабочей поездки в Высокогорский район. На село надо привлекать грамотных специалистов. Создать индустриальные промпарки, чтобы здесь люди не ездили туда, а здесь работали. Значит, чтобы школы, садик, я понимаю, здесь были, чтобы никуда не уезжали. Зерно к концу недели собрано, часть будет отправлена на хлеб, часть на корма. Кормовые центры сейчас активно развивают в каждом районе. В Кукмарском уже поставили задачу – создать кормоцентры в каждом поселении. Сегодня район занимает 9-е место в рейтинге эффективности сельского хозяйства. Активно ведется работа по грантам и комплексному развитию сельских территорий. Кукмараны урнеге көрсәтәбез, безне кая барсак та сезнең кормоцентрларны, терлек белән эшләү, һөнәрчелек, Кукмара урнек булып тора, шуңа күрә. Темплары югалтмаска, еллар әйбәт килә, әле үз тимәсен әгәр җыеп алсак, форма да бар, ураж да бар, барса да бар. Точных прогнозов на урожай пока не делают, но зерна и овощей будет явно больше по сравнению с прошлым засушливым годом. Правда, сейчас аграрии следят за любыми изменениями погоды и очень ждут дождей. Если пшеница уже свое отцвела, то свекла и капуста поспеет лишь к сентябрю. Такая жара может плохо повлиять на результат. 8 тысяч гектаров отличная свекла в этом году. Мы думаем, в этом году тоже рекордный урожай по сахарной свекле соберем. Это все поля сейчас силами сахарного завода, силами наших специалистов, все поля определены, просмотрены, даже определили сахаристов. Но сахаристы чуть-чуть ниже прошлогодних показателей, но я думаю, еще время есть. У нас где-то еще месяц времени есть. Свекла в прошлом году она набирала сахар, потому что засуха была, а в этом году она росла, сейчас начинает набирать сахар. Несмотря на санкции и нестабильную погоду, неизменным осталось одно – искренняя радость и здоровый рабочий азарт, который аграрии испытывают каждый сезон во время страды. Не за горами осенние ярмарки. Они стартуют с 10 сентября. Уже скоро татарстанцы смогут оценить урожайность этого года. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней. Голодными не останемся. В этом году точно. Обнадеживающий прогноз с учетом того, что аграрии и в Татарстане, и в России сделали колоссальный шаг вперед.
Однако санкции влияют. Сельское хозяйство, если объективно, далеко не самодостаточная отрасль. И семена пшеницы, и инкубационное яйцо, и генетический материал – все это импортные позиции, которые мы завозили из-за рубежа. Будем восстанавливать, поднимать отечественную науку. Я за. Но надо понимать, на какие-то вещи понадобятся годы, если не десятилетия. Опять же, шапкозакидательские настроения только во вред. То же самое и в отношении малого и среднего бизнеса. Нам нужно держать в уме ориентир в виде развитых стран, где больше половины ВВП и 60% занятости обеспечивают предприниматели. Но на это у них ушло, давайте честно, даже не десятилетия, а столетия. У нас столько времени нет. А задача стоит острая, и момент истины для малого бизнеса наступил именно сейчас. Ситуация в экономике к этому подталкивает. Либо малый и средний бизнес заменят освободившиеся ниши после ухода с рынка западных компаний, либо сам станет бременем для экономики, бюджета из-за банкротства и массовой безработицы. В последний сценарий просто не хочется верить, с учетом того, что малый бизнес несет в себе огромную социальную функцию. Поэтому мы часто в нашей программе критиковали власти и правительство даже не за то, что мало мер и программ поддержки предпринимательства, а за то, что меры эти уж слишком точечные и узконаправленные. А бизнес, с его слов, ждет более широких жестов в виде налоговых каникул, масштабных программ льготного кредитования по 3-5% и так далее. Похоже, что-то стало меняться. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия смогут брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5-3% годовых соответственно. Срок действия льготной программы – 3 года, взять кредит можно на 10 лет. В приоритетном порядке кредиты смогут взять МСП в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Правительство ожидает, что до конца года объем выданных кредитов достигнет около 50 миллиардов рублей. Но это уже что-то. Я почти уверен, что за этим хорошим шагом последуют и другие в направлении отечественного бизнеса. Как он себя чувствует в Татарстане? В нашем репортаже. В разработке у нас находится завод по производству именно литий-ионных самих аккумуляторов, самих элементов. Построить отдельное еще более крупное производство и стать одним из крупных производителей кондитерских изделий в Поволжье. Для бизнеса открылись ниши, это правда. Планы расти амбициозно и мощно заявляет даже не каждый второй, а практически каждый предприниматель-производитель. Еще вчера таких шансов почти не было. Рынки плотно держали американские, европейские, японские и корейские компании, умело подсаживая нашу экономику на свой импорт и технологии. Хочешь японский электрокар, корейский смартфон, немецкую рацию и так далее, к ним же прилагаются зарубежные аккумуляторы. При том, что это направление по производству литий-ионных аккумуляторов в России неплохо развивалось, спрос на отечественные источники питания был ограниченным. Сейчас все кардинально поменялось, рассказывает Рамиль Мингазов. У нас пропали конкуренты, и очень большой спрос появился именно на технику, которую привезена была из других стран. Сейчас в планах одного из ведущих производителей литий-ионных аккумуляторов в стране, который располагается в Казани на территории технополиса Химград, строительство собственной гигафабрики. На ней предполагается не только собирать аккумуляторы, но и производить детали к ним, элементную базу. А параллельно мы запускаем именно не только разработку, а создание устройств на нашей базе, то есть монтаж печатных плат, разработку плат, разработку устройств контроля и управления аккумуляторных батарей. То есть то, что сейчас у нас идет с импорта, мы полностью замещаем и стараемся делать на своей базе. На выходе будем иметь продукт на 90% созданный нашими усилиями из наших же компонентов, говорит Рамиль. В планах начать строительство фабрики уже в первом квартале следующего года, если удастся решить все другие, в том числе финансовые вопросы. Естественно, нам было бы интересно получить какую-то поддержку, потому что фабрика по производству аккумуляторных элементов – это очень денежно затратный и трудоемкий процесс. Где еще есть огромные резервы для роста экономики, так это в наших сельских районах, говорит предприниматель Раиль Гатаулин.
3 года назад он организовал небольшое кондитерское производство в Высокогорском районе. Идея пришла сама собой, делится с нами Раиль. Один из друзей и компаньонов занимался импортом в Россию фиников из Саудовской Аравии и Ирана. А что, если покрыть их шоколадом и глазурью, использовать качественный миндаль из Калифорнии? Получится вкуснейший татарский деликатесный продукт. Сами по себе финики – это колоссальный кладь витаминов. Это раз. Два – это безумно вкусно получается продукты именно финикосодержащие. То есть мы работаем и с бельгийским шоколадом, и с российским шоколадом. Сегодня Раиль активно осваивает внутренний рынок и параллельно занимается экспортом. Пока удалось наладить поставки в 5 стран – в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Сейчас предприниматель ведет активные переговоры с китайскими партнерами и тоже планирует построить новое производство. Планы более чем реальные, но чтобы их ускорить, нужны финансовые ресурсы. В случае с Раилем традиционное кредитование не подойдет. Есть институты, которые по стандарту халяль дают финансы, но они по сравнению с банковской системой намного в разы дороже, что не совсем выгодно для предпринимателей. Говорят, ниша освобождается, но как их заполнить? Даже учитывая падение реальных доходов населения. Одного энтузиазма малого и среднего бизнеса даже в текущих реалиях, когда есть спрос на продукцию и освободились многие рыночные ниши, увы, недостаточно. Констатировали участники круглого стола в Общественной палате Татарстана, который прошел на этой неделе. Нужны куда более решительные меры поддержки, прежде всего от федерального правительства. Вадим Хоменко приводит пример развитых стран, где доля малого бизнеса в ВВП стабильно превышает 50%, а удельный вес в общем количестве предприятий вообще доходит до показателей 95-98%. Практически прямое государственное финансирование приоритетных проектов в Японии, Германии, в США. Специально создана, так сказать, администрация малого бизнеса США в 1953 году еще. Значит, там существует отдельно поддержка государственная и частная. Это государственная поддержка. В нее, в эту администрацию, из федерального бюджета перечисляются деньги на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса. Причем не только на его подъем, но и на выход на мировой рынок. Какая поддержка нужна бизнесу прямо сейчас? Участники круглого стола обобщили. Доступное кредитование, желательно, чтобы процентные ставки не превышали 3,5%, иначе будет трудно конкурировать с зарубежными производителями. Отдельно нужно подумать над тем, как финансово стимулировать предпринимателей-мусульман, деятельность которых все больше набирает обороты в республике. Компенсация рисков и потерь малого бизнеса, субсидирование проектов, уменьшение административного воздействия – сейчас это приоритетные задачи для российского и татарстанского правительств. Есть много площадок для организации конструктивного диалога бизнеса и власти, активно работают различные ассоциации, союзы, общественные организации. Этот положительный эффект нужно только усиливать. Проблемы, они меняются, они, может быть, сложнее стали, они, может быть, там более, потому что меняется и бизнес. Например, те вопросы, которые подключение к электросетям, они до сих пор актуальны, там и газу, они тогда нами обсуждались. Но сделано, все-таки я хочу тоже и положительно отметить, сделано за эти годы было много. И я считаю, было сделано это благодаря взаимодействию как власти, так и бизнеса. Основная мера поддержки, на мой взгляд, это налаживание четкого и внимательного взаимодействия между бизнесом и властью, между предпринимателями и людьми, принимающими решения. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Владислав Поташников. 7 дней. Объективности ради, сегодня намного сложнее добиваться результата, работать эффективно, растет фактор неопределенности. Не знаешь, где еще тебя поджидает очередная напасть. Африканская чума на территории Татарстана. И это беда не только республики. Активные вспышки в это самое время зафиксированы в 15 регионах страны. В Татарстане выявлены очаги в 4 районах – Спасском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Чистопольском. Еще 34 района, входящие в 100-километровую зону от вспышки, находятся в так называемой зоне наблюдения. В них введен режим карантина. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Африканская чума свиней выявлена в районах, которые не граничат между собой. Страдают хозяйства среднего уровня и личные подворья. Поголовье изымают, оно подлежит уничтожению в окружности в 5 километров от точки, где выявлено заболевание. Уже ликвидировано около 6 тысяч голов.
Для одних владельцев это потеря бизнеса с неясной перспективой установления длиной как минимум в год, для других – утрата производства мяса для семьи. И также с долгосрочными последствиями. Почему уничтожение свиней, попавших в черную зону чумы, и даже здоровых, строжайше необходимо? Откуда пришла зараза? Как африканская чума свиней скажется на продовольственном рынке и опасна ли она для человека? А также о том, почему Татарстан претендует на роль избавителя от африканской чумы. Ответы искала Татьяна Тимошенко. Слышите, какая тишина? На сегодня это самое крупное хозяйство, пострадавшее от африканской чумы. Здесь было 5000 голов. Они были изъяты, ликвидированы, уничтожены. Вход закрыт. Введен строжайший карантин. И такое впечатление, что по всей республике фермеры в больших и малых хозяйствах приняли обет молчания. Двери закрыты. Люди отказываются говорить. Ущерб здесь составил не менее 100 миллионов рублей. Результат 1,5 десятка лет труда буквально выжжен. Уничтожению подлежат не только заболевшие животные, но все в 5-километровой зоне от очага. Вирус африканской чумы живуч и крайне заразен. А как не жалко? Вы подумайте, я ведь не только для себя, я их по дешевке продавал. Первый случай заболевания зафиксировали в Спасском районе в личном подсобном хозяйстве. Свиньи пали, владелец обратился в ветлабораторию. Африканская чума свиней не имеет явных и специфических симптомов. Диагностика только в лаборатории. Все случаи падежа в хозяйствах от крупных ферм до частных подворий, пробы от охотхозяйств на вирус у диких кабанов исследуют здесь, в Казанской лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. С момента первого подтверждения диагноза количество исследований возросло в разы. С нашей стороны организовано практически круглосуточное дежурство. Мы принимаем пробы круглосуточно и в экстренном режиме проводим все исследования с помощью полимеразной цепной реакции. У нас есть единая база между лабораториями. На сегодняшний день по России идет вспышка африканской чумы свиней. Это Орловская, Калининградская, Костромская область, Воронежская, Тверская, в том числе появилась у нас в Татарстане. Карта Татарстана выглядит сейчас так. 8 очагов обнаружены в отдельных деревнях Спасского, Верхнеуслонского, Мамадышского, Чистопольского районов. Вокруг них 5 километров зона угрозы. Там также идет изъятие скота и его уничтожение. Еще 32 района в зоне наблюдения. Вся территория республики находится под угрозой. Вирус выявлен и в дикой фауне. Есть опасность его быстрого распространения кабанами. Управление ветеринарии, управление Россельхоза на короткий срок провести мероприятия по ликвидации очагов. Руководителям свиноводческих предприятий, личным подсобным хозяйством обеспечить максимально закрытый режим, строго соблюдать все правила биобезопасности. Главам муниципальных районов провести информирование населения. Африканская чума свиней на территории Татарстана впервые попала в 2016 году вместе с зараженными кормами. Тогда очаг быстро купировали, но вирус попал в лес. Кабаны оказались более сильными. Те, кто выжил после болезни, стали пожизненными переносчиками смертельного вируса. По данным Госкомитета по биоресурсам, 1220 дикарей бродят по всем районам республики. Численность их соответствует норме. Сейчас в очагах болезней и зонах наблюдения любительская и спортивная охота под запретом. До снятия карантина у нас охота любительских спортивных кабана пока в 32 районах республики запрещена. Пока остался только Восток, это Ютадинский, Бавлинский, там Бугульминский, Азнакаевский. 11 районов еще осталось, которые не захвачены. Охота все-таки на кабана у нас длится очень долго, до 28 февраля, поэтому будем надеяться, вирус мы все-таки как-то поборем. И у охотников будет шанс еще и поохотиться на кабана, правда, в зимний период. Африканская чума в таком масштабе для Татарстана – это впервые. Возникла она одновременно в районах, не имеющих общих границ. Все эти районы находятся около воды. Ширина Волги около 10 километров, но для кабанов это не расстояние. Люди, которые работают в предприятиях, которые обслуживают свиней, и владельцы свиней, они лесные массивы, поля они должны посещать. Почему? Потому что если
в лесу имеется зараженный кабан, они на обуви в хозяйство, в предприятие принесут вирус. Для домашних свиней африканская чума – это стопроцентная смертность, а значит и потенциальная угроза продовольственной стабильности. На сегодня в республике 466 тысяч животных. Основные держатели – 4 крупных свинокомплекса, которые поставляют мясо и готовую продукцию и формируют потребительские цены. На свинину подорожание за время чумы не произошло. По данным Татстата, рост всего 0,5%. На крупных предприятиях на сегодняшний день у наших крупных предприятий 4-й компартмент безопасности. Ну и даже если чисто 4-я высокая степень защиты, надо все равно предпринимать все необходимые меры. То есть в ближайшие округи в 20 километрах, допустим, не подходить. И дикая фауна, чтобы не подходила, и корма завозить по специальным защитным уже условиям, то есть обрабатывать все эти корма. Технику, материал завезенный, то есть людей, рабочий персонал, это соответствует, то есть полный по защищенной форме. Вирус погибает при температуре 70 градусов, но сохраняется в ветчине и солонине до 300 дней, в замороженном мясе до 15 лет. Впрочем, для человека и других животных он не опасен, не передается. Но вот лечение свиней не существует, как и вакцина, которая могла бы стать гарантией безопасности. Разработки идут в лабораториях по всему миру, но то, что над проблемой работают казанские ученые, об этом ранее не заявлялось. Разработка совместно с ветеринарной академией началась год назад. Итог – близкий выход на испытания. В течение ближайших 2 лет мы получим результаты по поводу доклинического и, может быть, клинического испытания данной вакцины. Но это дальние перспективы, пока все усилия направлены на защиту крупных комплексов. Требования касаются личных хозяйств, в их числе и отказ от похода в лес за грибами. Пока обозначенная зона наблюдения становится зоной принятия решения для каждого собственника. Куда еще вирус африканской чумы свиней не попал, им необходимо забивать и размещать в морозильнике. Если вирус уже попадет, по законодательству этого делать нельзя будет. Необходимо будет уже усыплять и свиней сжигать. Для тех, кто поголовье уже потерял, в результате болезни идет расчет компенсаций. Среди пострадавших все полностью поголовье посчитали. И ветеринарное управление запрашивает в Министерстве сельского хозяйства среднюю рыночную стоимость. Мы даем среднюю рыночную стоимость сегодня по рынку свинины. Они посчитают его полную стоимость, и, соответственно, в течение месяца-двух вся эта компенсация возвращается, то есть производителю. Перерастут ли вспышки африканской чумы в эпидемию, сейчас зависит от каждого собственника. Чистота в этом случае залог не только здоровья, но и жизни, фермы или подворья. Восстановить погибшее поголовье в затронутых хозяйствах ветеринары разрешат не ранее, чем через год. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. Мы продолжим через пару минут. Смотрите далее. Если мы в традиционное образование будем вкладывать современные технологии, вот такой вот симбиоз принесет нам отличное образование. Большой педсовет и большие задачи. Какие тренды в национальном образовании? Владимир Путин 15 августа открыл в Подмосковье Международный военно-технический форум «Армия-2022». На него приехали делегации из 70 стран. Татарстан также широко продемонстрировал свою продукцию. С ней ознакомился и Рустам Минниханов. Президент Татарстана принял участие в открытии форума. Судостроительная корпорация «Акбарс» представила макеты судов военного и гражданского назначения. Компания «Эникс» показала собственные беспилотные летательные аппараты. Планы по реконструкции Казанского авиационного завода обсудили в Москве. Совещание по строительству объектов на заводе имени Горбунова прошло под руководством главы Минстроя страны Ирика Файзуллина. В нем принял участие Рустам Минниханов. Реконструкция включает в себя техническое перевооружение мощностей, возведение нового цеха и поставку оборудования. Казанский авиазавод намерен выпустить 20 Ту-214 до 2026 года. Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета безопасности республики. Особое внимание президент призвал обратить на водные объекты, они исчезают. За последние полвека с карты Татарстана стерто больше 3000 озер. Рустам Минниханов поднял вопрос о передаче государству очистных сооружений недобросовестных собственников. С председателем и исполнительным членом Совета директоров турецкой компании «Шишиджам» Ахметом Карыманом встретился президент Рустам Минниханов.
Холдинг – один из мировых лидеров по производству изделий из стекла. На территории особой экономической зоны Алабуга работают 2 завода компании по выпуску листового стекла и автостекла. Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории на улице Портовая, Казани. Преображение затронет площадь в 287 гектаров. Здесь сейчас устаревшее производство, склады, заброшенные помещения и гаражи. По проекту со временем появятся новые ЖК, административные и коммерческие здания. На строительство трассы М-12 правительство страны выделит дополнительно 400 миллиардов рублей. Деньги на мегапроект пойдут из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время выездного совещания. Оно прошло в Лаишевском районе на месте строительства моста через Волгу. Объект станет одним из ключевых фрагментов татарстанского участка трассы М-12. Конструкция выполнена на 23%. Рустам Минниханов встретился с делегацией Союза кооперативов Индонезии. Эта страна – одна из наиболее интенсивно растущих экономик Юго-Восточной Азии и важный торговый партнер России в этом регионе. Ряд татарстанских компаний уже имеет опыт работы в этой стране и есть потенциал расширить сотрудничество. Рустам Минниханов посетил Зеленодольск, там он побывал на индустриальном парке Яшель-Узен. Здесь заработают производство пластиковых окон, сбор и переработка вторичного сырья и производство стрейч-пленки. В промпарке президенту презентовали промышленный потенциал Зеленодольского района. Также Рустам Минниханов принял участие в открытии Центра культурного развития. Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует жителям Татарстана носить маски в общественных местах и в транспорте. Об этом на брифинге в кабинете министров заявила руководитель управления Роспотребнадзора Марина Потяшина. Меры профилактики советуют усилить в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В республике вдвое выросло количество заболевших. Август побил рекорды июля. Если в июле среднее количество заболевших ежедневно составляло 42 случая, то в августе был заметен рост заболеваемости. Среднее число выросло до 78. Продолжаем программу «7 дней». Эту неделю в республике можно считать образовательной. Сразу несколько мероприятий были посвящены теме образования. О состоянии изучения родных языков говорили на Республиканском форуме по развитию национального образования в Татарстане, который прошел на этой неделе в полилингвальной гимназии «Адемнар» в Казани. Более трети расходов республиканского бюджета приходится на образование, сообщил заместитель председателя Госсовета Республики, председатель комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов. Из 340 миллиардов рублей годового бюджета нашей республики 128 миллиардов рублей направляется на образование, отметил он, сетуя при этом, что, цитата, «Мы не можем развить в наших соотечественниках духовную потребность в судьбе нашего народа. Именно национальное образование он считает главным стержнем нашего языка, нашей нации. И оно, по утверждению вице-спикера республиканского парламента, не обделено вниманием со стороны бюджета. Но при этом в 7 районах республики не нашлось желающих сдать основной государственный экзамен по татарскому языку. Это Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Камско-Устинский, Менделеевский, Тютюшский районы. А завершалась образовательная неделя традиционным августовским педсоветом. Ежегодное совещание работников образования и науки на этот раз было названо так: «Воспитание и обучение в эпоху цифровизации, сохраняя традиции, создаем будущее». То есть и здесь, говоря о современных трендах развития системы образования, не забыли и про традиции. Одна из таких – открытие новых школ к новому учебному году. На этот раз в Зеленодольске, где новая школа появилась впервые за последние 30 лет, и построена она была за рекордный срок – 7 месяцев. Вызвать интерес к языку любым методом. Пожалуй, такая непростая задача стоит перед учителями родных языков в условиях тотальной ассимиляции. Для этого педагоги собрались еще до большого августовского педсовета, чтобы еще раз подумать о том, как сделать методику доступной, обучение нескучным и, главное, язык востребованным. И еще раз было сказано, что одна только школа с этим вряд ли справится. Семье нужно, чтобы у ребенка появилась любовь к своему родному языку, чтобы родители больше общались, не только с детьми общались. Например, посмотрели бы передачи все вместе по телевизору или сходили бы в какой-нибудь театр.
Чтобы привить детскую любовь к языку и культуре, само собой надо, чтобы сам учитель любил и предмет свой, и детей. Как бы банально ни звучало, но дорогу осилит настоящий. Біздің язмышыбыз ғұмырлік күреш, татар язмышы. Ул ғұмырлік күреш, ул һәр шәп күрешкән, әмма ләкин ул халык дәүләтле халык. Ул халыкның теле әдәби, иң дөньядагы иң матур 14 теленең берсе татар теле икән, димәк, безнең телебез белән горурланырга хакыбыз бар. Ул бай тел. Полилингвальные комплексы «Адымнар», в одном из которых и проходило то самое совещание, появляются по всей республике. Это то самое место, где, внедряя новшества, не забывают о классическом подходе. Если мы в традиционное образование будем вкладывать современные технологии, вот такой вот симбиоз принесет нам отличное образование, отличные показатели, и дети будут стремиться и будут замотивированы. Именно о сохранении традиций при воспитании и обучении в эпоху цифровизации говорили на ежегодном Большом августовском педсовете. На этот раз в Зеленодольске, впервые за много лет. В новой школе, которая тоже здесь появилась впервые за последние 30 лет. Пожалуй, пока единственная с отдельным контрольно-пропускным пунктом, еще на входе во двор школы. Школа новая, современная. Это, наверное, не только радует детей, но и родителей. Поэтому выбрали эту школу. Назвали школу именем Ломоносова. Яна Кибец – педагог и директор нового лицея из такой же педагогическо-руководящей династии. Мы с коллективом своих учителей думаем о том, что это будет масштабная, серьезная личность, которая сподвигнет и наших учащихся на такие же успехи. В нашем городе 35 лет назад был открыт лицей имени Пушкина. Его открывала моя мама, народный учитель Республики Татарстан Валентина Васильевна Кибец. И вот мне пришлось повторить ее судьбу. Конечно, мне хочется верить, что я ее не подведу. Формирование инженерного мышления на уроках уже не труда, а технологии. Здесь уже не табуретки делать учат, здесь станки с программным управлением, казанского, кстати, производства. Для девочек все условия, чтобы почувствовать себя хозяйкой, научиться управлять кухонным оборудованием. Но главное, конечно же, не внешняя атрибутика. Здесь нужно соблюсти очень такой грамотный баланс, по нашему мнению. Мы иногда очень часто бросаемся из огня в полымя. То есть вот цифровизации мы целиком в нее погружаемся, и нам кажется, что процесс обучения должен стать таким немножко игрушечным, игровым, легким. Но ведь давайте признаемся себе честно, на самом деле любое обучение, любое образование – это процесс очень сложный. Он всегда связан с неким принуждением, с дисциплиной, и только тогда будут результаты, и только тогда будет какой-то успех у ребенка. Учить других и учиться самим – тоже одна из задач педагога. В вопросах цифровизации зачастую ученики знают больше учителя. Потому надо не отставать. Благо, оснащение новой школы уже позволяет не просто читать учебник и зубрить написанное, а самим познавать мир и делать выводы. Когда мы как-то раз смотрели на живые инфузории в живом, вот, в микроскопе световом таком, и то для них это целый фурор, то есть они маленькие, там двигаются, там все. А когда это еще можно самому снять фильм, и потом как-то его прокомментировать и сделать на основе этого проекта, это, конечно, все бесценно вообще. Контент ТикТока будет другой. Контент ТикТока будет другой совершенно. Школа не только обучение, школа – это и воспитание. Об этом неоднократно говорили на самом совещании. Инновации приходят в школу в помощь традиционному образованию. Но ни одна техника, ни одна инновация не будет работать без учителя. Наконец, поставлена точка в обсуждении, чем мы занимаемся. Оказываем образовательную услугу или учим? Коллеги, мы учим, мы реализуем образовательные программы. С 1 сентября нас ожидает несколько нововведений в масштабах всей страны. Это торжественная церемония поднятия флагов и использования государственных гимнов, проведение уроков по изучению государственных символов страны, введение уроков разговора о важном. В вопросах воспитания ведущую роль мы отводим классному руководителю. В текущем году Министерство просвещения Российской Федерации запустило проект «Разговор о важном», который предполагает обсуждение актуальных вопросов детей с классными руководителями. Сегодня необходимо обратить серьезное внимание на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности.
Изучение родных языков, цифровизация и патриотическое воспитание – одни из главных направлений на предстоящий учебный год. Первоклассников в эти двери еще ведут за руку родители и учителя. Но выходить из этих стен они будут уже самостоятельно. И, скорее всего, именно самое первое, 1 сентября и последний звонок станут самыми запоминающимися. Тем более, когда напутствие дает президент. В нашем поселке мои друзья пошли в школу 1 сентября. Мне было 6 лет, я говорю отцу, я тоже хочу пойти в школу. Понятно, у меня не было ни сумки, ничего, но у моего старшего брата была сумка старая, ну, она нормальная была. Я вот пошел с этим портфелем, и я всегда вспоминаю, вот как я первый раз пошел в школу. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Учиться нам нужно еще многому и, как бы ни звучало банально, уважительному отношению к пожилым людям, особенно к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Сегодня это история о женщине, которая пережила войну и до сих пор скорбит, но не по памяти, а по собственной жизни. Мария Ивановна Пирожкова во время Великой Отечественной работала в колхозе имени Свердлова тракторным учетчиком, рыла окопы, работала дояркой, а потом и кладовщиком. Труженица тыла, ветеран труда, на старости лет вынуждена выживать в собственном доме. Село Белярск Алексеевского района. На этих кадрах видно, что жить в этом доме даже молодому, здоровому человеку невозможно. Печь топить опасно, она разваливается по кирпичикам. В стенах огромные щели, трещины по потолку пропускают воду в дождливые дни. Буквально коробка на земле, без газа, без воды. Пол провален, туалета нет даже на улице, а огород зарос высокой травой. Марии Ивановне 97 лет, она ходит, говорит, но плохо слышит. У нее никого нет. Возможно, она и не дожила бы до такого почтенного возраста, если бы не дальний родственник из Казани, который иногда помогает, да сердобольная соседка, что приносит воду и присматривает за ветераном. А вот где остальные службы и ведомства? С Марией Ивановной познакомилась и помогла Диляра Юсупова. Многие из вас знают историю села Белярск. Сегодня село, а когда-то город, один из крупнейших средневековых городов Волжской Булгарии, построенный в X веке на реке Черемша. Место археологических раскопок. Святой Ключ, дом Арбузова, историко-археологический музей. Белярск. Великий Белярск. А вот и еще одно его величие. Еще. И еще. Если не знать наверняка, можно подумать, что дом заброшенный, но внутри него настоящее величие. Крохотная женщина с большой историей. Впускает нас в дом, не зная, кто мы такие и зачем пришли. Ветеран войны до сих пор просто доверяет любому входящему. Она мало что помнит и почти не слышит, будто нарочно не хочет копаться в прошлом и слышать этот странный безумный мир. Расскажи про войну, что ты там во время войны делала? Окопы рыла, что еще делала? Лес пилила, в лесу работали. В лесу. Еще что делала? Ну вот, в лесу, там на военном пайке были, нам давали паек военный. Мы там шили, чуваш шили. И доярки, и скотником, и ну, в колхозе и вещиком. Все, то уже в колхозе требуется, все она разные делала. работы на разных. Из того, что удалось узнать, во время войны Мария Ивановна работала в колхозе имени Свердлова тракторным учетчиком, после кладовщиком, откуда и вышла на заслуженный отдых. Но можно ли назвать это отдыхом? По этим кадрам вы и сами поняли, что это и есть весь дом. Проходная больше похожа на сарай. И вот эта дюймовая комната. Хромая кровать, старая печь, электрическая плитка, телевизор и косой стол.
пол разве что не разваливается. Напоминает просто скинутые доски. Ни газа, ни воды. Летом будто шалаш, скрыться от жары и дождя. Зимой надежда на печь, которая давно угроза для жизни. Туалета у нее нету. Даже сливной ямы нету, куда бы она поганое ведро вылила. Она везде выливает вот мусор, как что. Но в доме, на самом деле, вы сами видите, каких условий. Дом весь сел, печка дымит. Она зимой чуть не задохнулась. Я вызывала меня, позвонила, мне говорит: Вера, говорит, неплохо. Я скорую вызвала. Она чуть не угорела. Она раньше ходила ко мне постоянно в баню. Уже 5 лет, как она не ходит вообще в баню. Говорит: Вера, говорит, я боюсь упасть. Я вот баню затоплю, воду ей принесу, она здесь полоскается. Если бы не эта женщина, за права и достойное существование ветерана бороться было бы совершенно некому. Но и она ограничена в возможностях. У самой 4 детей, один из которых инвалид. Еще один близкий человек с непроизносимой родственной связью. 4-юродный внучатый племянник. Живет в Казани и построил вот этот забор. Материалы предоставил сельсовет, но на этом помощь закончилась. Вот, бабуль, клубнику польешь. Вот у нее выход в огород. Говорю, вот забор. Даже здесь забор. Вот выход в огород. Здесь никак не что, здесь все крапивой поросло. Там клен порос. Через мой огород вот так вот. Я у себя ей сажаю, вот собираю картошку и ей проношу вот на зиму. Трактор нанять, чтобы скосить, землю навозить, вспахать. Какие деньги нужны? Так лучше картошку купить. Но она хочет возиться в земле. По словам Веры, Мария Ивановна жила так всегда, с тех пор, как соседка сюда переехала, а это в 2009 году. Жилье давно имеет статус аварийного, но почему-то власти не предложили ветерану ничего взамен. Газ и воду провести сюда невозможно, сказали в сельсовете. На том и порешали. Еще весь лес пройдет, тогда дадут. Нет, из-за этого сейчас телевидение приехало, чтобы показать, почему 10 домов каменных построили ветеранам, а тебя прошли мимо. И нечего фотографировать меня. Уже не веришь никому. В какой-то момент Мария Ивановна сбегает, не хочет сниматься и вообще становится сердитой. Она не желает жаловаться, отвергает помощь и давно никому не верит. Вот так разрушенный дом разрушает последние надежды. Так ходил, наверное, 25 лет прошло, она писала. Требует сельсовет. Она раз 4 писала. Наташка сколько писала, Лена сколько писала. Иринка Бегунова сколько писала. Ходил за Наташку. А что ничего никуда? А это схватились, когда умирает. Что на смех Я не верю, поднимает? никто не поможет. На смех поднимает. Мы отправляемся в сельсовет. Главу тут же встречаем на пороге. Говорит: бабушку знаю, на вопрос «почему так?» отвечает парадоксально. Но она же ничего не просила. А потом набирает номер руководителя аппарата совета района. Там нет воды, нет газа, нет туалета, все заросшее травой, она там даже посадить ничего не может. У нее нет ни родственников, никого. Ей 97 лет, ветеран войны, ну как-то, это, ну, не знаю, неприлично как-то даже. Сейчас я переговорю с главным Зеленским, там с Галиной Мухаевичем сейчас общаетесь, обязательно возьмем контроль. Удивительное дело, о ветеране в районе ничего не знают, может, не хотят знать, но обещают приехать, а мы покорно ждем. Тут же возникает переполох. Справедливости ради, это довольно оперативная реакция чиновников. Забор вы попросили, забор сделали. Да. Еще что вам надо сделать, скажите? Не знаю, дров вообще не привез. Вот. Дров, да, еще надо будет, привезем дрова. Привезем, не только за деньги, 80 тысяч. Нет, зачем, бесплатно привезем. Насчет печки вот она все. А куда? Ну, вот в течение недели привезем. Куда зима будет? Нет, какой зима, далеко еще за зимой. Руководитель аппарата будто бы и сам в изумлении от подобного. Мы снова проходим в дом, в который все вместе еле влезаем. Мария Ивановна уже не против гостей, местами шутит и смеется. Ну и что пришли, куда заселять меня будем? Только не знаю, где вы дадите новый дом. Гигантский. Мария Ивановна, подумать надо. Вот и главное, подумать надо. А дом-интернат не хотите? Нет. Нет? Нет. Я тут хочу лягу, хочу встану. Хочу выйду, хочу, кто придет ко мне. 97 лет. Она не хочет покидать этот дом, но что-то сделать с этим домом уже невозможно, объясняет администрация. Почему не сделали раньше, стыдливо качают головой. Но кое-что предпринять все же можно.
Честно говоря, вы сами видите прекрасную ситуацию, то, что здесь вложений намного проще нового построить. Но нового построить – это тоже сумма немалая. Один как из вариантов – переезд, но бабушка переезжать не хочет, дом-интернат. Вопрос взяли в работу, до этого вопрос в принципе не поднимался такой. Минимум, что в наших силах на сегодняшний день, это, то есть, повторюсь, дрова и почистить печку – это однозначно. В ближайшую неделю данный вопрос будет закрыт. Уже на следующий день после нашего приезда стена из дров, отстроенный до конца забор. Рабочие косят заросший огород, а в доме чинится проводка. Печку прочистили, плитку купили. Во дворе появился новый умывальник. Нам также пообещали, что приведут в порядок и территорию. Мы будем следить за этой историей. Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. Мы очень верим и надеемся, что Марии Ивановне окажут реальную помощь. Она не просит многого, ей просто хочется жить в человеческих условиях. А сейчас к теме света и добра. Не могу иначе по-другому назвать замечательный велопробег наших коллег из Болгар-радиуса. Он состоялся на этой неделе и принес действительно много радости и света как нам, ТНВ, Майдан, Шаян ТВ. Мы тоже приняли активное участие в эстафете, так и популярным артистам татарской эстрады, что сели на двухколесные, и жителям всех районов, через которые лежал путь велосипедистов. О самой акции сотрудники одной из самых популярных радиостанций республики говорят, это пропаганда здорового образа жизни и позитивного отдыха вместе с Болгар-радиуса. Но мне очень нравятся смыслы, которые вкладывает в это мероприятие руководитель радиостанции Наиля Хайдарова. Это наш исторический путь, и мы, Болгар-радиуса, заканчиваем нашу эстафету на священной земле города Болгар. Кстати, символ велоэстафеты – золотой микрофон, в нем и долговечность жизни радио, и золотые хиты на его волнах. Рамиль Шайдуллин на каждом километре пути. Проверка велосипеда и небольшая разминка с первыми лучами солнца. В половине 5 утра у стен Кремля начинается большой веломарафон. Маршрут Казань-Болгар. Впереди 200 километров. А до старта давняя традиция – цветы к памятнику Мусы Джалиля. Еще одна традиция, без которой не начинают марафон – исполнение песни «Туган Тель» на стихи Габдуллы Тукая. Родные мелодии, как настрой на дорогу и фото на память. Наша главная задача – построить такой исторический мост между сегодняшней Казанью и древним Болгаром, выполнить заветы наших отцов и дедов, которые завещали нам беречь эту страну, развивать эту страну и передать эти чувства, мысли и идеи будущим поколениям. Вообще это мероприятие, я хочу сказать, объединяет коллектив. Когда мы объявили по радио о том, что у нас состоится такой велопробег, к нам обратилось очень много радиослушателей. Кто-то с поддержкой, кто-то с просьбой взять. Для меня это велоэстафета, наверное, признание профессионализма самого радио Болгар, потому что их с удовольствием слушают зрители, слушатели по всему Татарстану, а они прекрасно слышат их и отвечают на их запросы. Болгар-радиусе поддерживают сотрудники детского телеканала Шаян ТВ и звезды татарской эстрады. Проехав 10 километров, первая остановка. Для меня это вообще шикарная поездка. Я первый раз в жизни ехала по пустой Казани, дороги пустые. Коллеги рядом, дорогие, любимые. Солнце всходит, ну это сказка. Очень много эмоций, очень много энергии, боевой настрой. Естественно, волнуемся, так как эта дорога, может быть, всякое случится, но, естественно, мы принимаем все меры безопасности и надеюсь, что мы все доедем с ветерком. Позади 130 километров и первая остановка в Спасском районе. Здесь участников велопробега встречают чак-чаком.
Когда так встречает, это наполняет силами, понимаешь? Все, тогда как встретили, никакой усталости нет, все. К участникам присоединяются местные дети. Вместе веселее. Первая встреча со слушателями в деревне Тукай. В местном ДК вживую звучат песни, которые на протяжении года местные жители слушали на радио и смотрели в телеэфире. Во, хорошо спели, молодцы, удачи им. Следующая остановка – село Никольское. Отсюда и до Болгар рукой подать. Здесь настоящий open air. Участники велопробега устроили концерт под открытым небом. В этот раз исполнив русские и иностранные хиты. Знаете, как интересно вот так выйти в деревню, где никуда, как говорится, не сходить, ничего, никуда не съездить. Конечно, интересно, приятно. Очень своевременно и еще востребован нашими жителями, нашими гостями Болгар. Жители уже ждут нашего велопробега. В этом велопробеге активно участвовали жители Спасского района, жители, вот так скажем, серебряного возраста. Финальная остановка – Древний Болгар. Здесь кульминация велофеста. Большой праздничный концерт. Мы ехали, наконец доехали, вот смогли даже переодеться. Для нас было это очень важно, что весь маршрут мы прошли с песнями, весело, дружно. А сейчас самое главное, конечно, Болгар радио создает в Болгаре для жителей Болгара замечательный концерт. Наше радио здесь любят, знают. Наших ведущих просто на руках везде носили. Я считаю, что это самое главное. Мы приехали к своему зрителю, мы приехали в древнюю столицу, и это очень здорово. Участники пробега снова полны сил, ведь они здесь, чтобы радовать своих слушателей. Это достаточно большая такая гармония чувств, эмоций, которые меня переполняют, поскольку ТНВ, Болгар Радиос – это те самые необходимые составляющие моего детства, которые я слушаю, которые я смотрю. Ну и заодно проверяю себя параллельно на спортивную выносливость, что немаловажно. За день артисты и сотрудники радио преодолели около 200 километров. Но по их словам, здесь они снова чувствуют прилив сил, что дает сама земля древнего Болгара. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Август продолжит раскалять воздух и в предстоящие 7 дней. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики в понедельник небольшая облачность, но вероятность осадков по-прежнему минимальная. Температура превысит 30-градусную отметку. Во вторник ясно, днем около 31 градуса. В последующие дни температура будет превышать отметку 28 градусов. В воскресенье придет прохлада, температура понизится до 21 градуса. На юго-востоке Татарстана начало недели будет жарким. Температура воздуха в понедельник и вторник будет держаться на уровне 29 градусов тепла. До выходных будет аналогичная ситуация около 30 градусов. К субботе температура пойдет на спад 28 градусов тепла. Максимальная температура воскресенья всего около 23 градусов. В центральных районах республики начало недели будет жарким, ясно и сухо. До среды температура будет держаться около 32-градусной отметки. С четверга температура постепенно пойдет на спад и в воскресенье понизится до 24 градусов со знаком плюс. На юго-западе Татарстана в понедельник и вторник будет жарко, плюс 32 градуса без осадков, но облачно. В среду ожидается максимум 33 градуса, ясно и безветренно. С четверга по субботу около 31 градуса, в воскресенье понижение температуры до 24. На северо-западе Татарстана и в Казани в понедельник ясно, вероятность осадков по-прежнему минимальная. Температура превысит 30-градусную отметку, и такая погода продержится почти до конца недели. В пятницу набегут облака, но дождей ждать не стоит. В субботу жара пойдет на спад, переменная облачность без осадков. В воскресенье температура заметно понизится, но осадки по-прежнему не ожидаются. Невероятно жаркий и сухой август этого года порадовал тех, кому не хватало жары в начале лета. Завершающая летняя неделя будет очень жаркой и по-прежнему без осадков. Такая погода чревата пожарами. Будьте осторожны при обращении с огнем. Всего вам доброго!